В добрый путь выпускник. Диплом о высшем образовании получили студенты СибГУ. Какое оно лето 2017? Все подробности в нашем сюжете. Уличные рисунки на стенах. В Сибае дан старт эко-граффити. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Получение диплома – своеобразная точка в студенческой истории. На днях в Сибайском институте Башкирского государственного университета состоялось торжественное событие. Документ о высшем образовании получили студенты-юристы. Тему продолжат наши корреспонденты. Диплом всегда был символом приобретенных в ВУЗе знаний, их документальным подтверждением. И, думается, торжественный момент вручения запомнится выпускникам надолго. Как, впрочем, и все годы учебы в стенах родного института. Галия Сергалина целенаправленно шла к своей мечте. Теперь, когда она сбылась, девушка с гордостью может сказать, что она дважды квалифицированный специалист ведущего вуза региона. Получаю второе образование, так как сейчас инновационный век все-таки технологий. И такое время, что сейчас одно высшее образование это не котируется. Чем выше специализация твоя, то есть квалификация как человека, состоящегося в обществе, поэтому пошла на второе образование юридическое. Дипломы с отличием вместе с Галией получили еще десятки студентов, как очной, так и заочной форм обучения. И выпускники, и родители отметили, что в Сибайском институте созданы все необходимые условия как для учебы, так и для раскрытия талантов. Желающие, наряду с получением образования, активно проявляют себя в качестве спортсменов, артистов или же общественных деятелей. Таким студентам в этот день вместе с дипломами вручили почетные грамоты и благодарственные письма. О сегодняшнем дне вчерашние студенты мечтали на лекциях, во время лабораторных и практических занятий, во время защиты контрольных и курсовых работ. Они целенаправленно готовились быть лучшими в профессии. Теперь долгожданный момент настал. Дипломы в руках. Пора показать знания на деле. В этот день выпускники 2017 года услышали множество пожеланий, пронизанных теплотой, лиричностью и особой гордостью преподавателей института. В частности, они отметили, что все выпускники на государственных экзаменах и при защите выпускных квалификационных работ продемонстрировали достойный уровень подготовки. Об этом свидетельствуют и итоги недавнего мониторинга. Хочется, чтобы вы все-таки не забывали также и тех преподавателей, которые с вами работали, не забывали родной вуз, не забывали родной город. Я думаю, что он стал для вас тоже так же и родным, наверное. И самое главное, чтобы вы все время тоже старались поддерживать наших, скажем, студентов, когда они придут к вам на практику, чтобы вы тоже могли каким-то образом оказать содействие в трудоустройстве также наших выпускников. И самое главное, чтобы вы тоже создавали свой круг, скажем, профессионалов, которые, я думаю, что, наверное, вам в дальнейшем тоже будут помогать. Лиана Кириллова, Гуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Если у одних студенческая пора позади, то вот у героев нашего следующего сюжета все только начинается. В учреждениях среднего и высшего образования свою работу начали приемные комиссии. Например, приемная комиссия педагогического колледжа не сидит без дела, так как желающих поступить именно в этот колледж много. Все подробности в нашем следующем сюжете. Ольга Власова – отличница учебы. Она закончила учебу с красным аттестатом. Ольга не любила пропускать уроки, всегда выполняла домашние задания, на занятиях принимала активное участие и всегда стремилась получить хорошие знания по всем предметам. Возможно, именно потому она и стала отличницей. После сдачи единых государственных экзаменов девушка сразу пришла в педагогический колледж, чтобы поступить на специализацию «Дошкольное образование». Я выбрала профессию учителя начальных классов, потому что мне нравится работать с маленькими детьми. В школе я заменяла несколько уроков, иногда бывало. Мне очень понравилось. Они такие тихие, спокойные. В них видишь ангельские черты, когда стоишь около доски, они смотрят на тебя с такими глазами и чувствуешь, что они вот каждое слово ловят на лету, чтобы потом узнать, чтобы потом рассказать. Очень рады, очень приветственные, бегут навстречу потом уже после уроков. Мне это очень понравилось, поэтому я выбрала эту профессию. Ольга лишь одна из сотни абитуриентов, желающих поступить в педагогический колледж. У одних здесь получили образование друзья, родственники, некоторые выбрали это учебное заведение, потому что оно находится в их родном городе, третьи из-за того, что обожают проводить время с детьми. Среди абитуриентов, которые пришли поступать в педагогический колледж, был и Хайдар Бижанов. Он приехал из села Давлетово Абдилиловского района. Закончил 9 классов, выбрал данное учебное заведение, потому что тут училась моя мама. Она закончила педагогический колледж
Выбрал прикладную информатику, потому что я понимаю, как с компьютерами работать. Профессии педагога, воспитателя и преподавателя одни из самых ответственных. Они требуют сознательного, полномерного знания. Преподаватели и весь коллектив колледжа ждут всех абитуриентов, желающих поступить в их учебные заведения. Они предоставляют большие возможности как в плане учебы, так и для творческого развития. Наши студенты получают хорошую практику и обязательное трудоустройство по специальности, индивидуальный подход к зачислению и обучению, самореализация в творческой деятельности. А наши студенты хорошо могут реализовать себя и получить нужную специальность, такую как учитель начальных классов, музыкальный руководитель, учитель музыки, организатор досуговой деятельности, во внеклассной кружковой деятельности в области музыки. Также может устроиться в области информатики, прикладной информатики. Ну и по другим специальностям очень необходимое такое получают хорошее образование. У учебного заведения хороший показатель трудоустройства студентов по профессии. Многие выпускники находят работу в детских садах, школах, СУЗах, вузах не только нашего города, но и в близлежащих районах и регионах. Приемная комиссия продлится вплоть до 15 августа. Данил Алибаев, Олег Кадров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В июле 2016 года был принят 290-й федеральный закон об онлайн-кассах. Он призван внести изменения в положение о применении контрольно-кассовой техники. По новым правилам, все кассовые аппараты с июля 2017 года должны передавать электронные копии чеков онлайн в Федеральную налоговую службу. Все подробности об изменении законопроекта в интервью-программе. Уважаемые налогоплательщики, напоминаю, что согласно вступившему в силу с 15 июня 2016 года Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов в соответствии с новыми порядками контрольно-кассовой техники должны быть представлены данные в расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных. Федеральный закон предусматривает плавный и поэтапный переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2017 года старый порядок регистрации прекратит свое действие. Полностью все изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года. Покупать новую кассу не обязательно. Ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив новые программные обеспечения и фискальный накопитель. Зарегистрировать такую кассу можно онлайн без личного визита в налоговые органы. Более подробную информацию о положении федерального закона можно получить на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». Дождавшись летних каникул и отпусков, сезона садовых работ и прогулок, людей в первую очередь интересует погода и прогноз синоптиков. От состояния температуры воздуха и циклонов летом зависит практически все. Каким оно будет в этом году? Дождемся ли мы жаркой погоды? Будет ли у нас возможность провести каникулы и отпуска в родных краях? Ответы на эти и другие вопросы узнаете в нашем следующем сюжете. Прохлада, дожди, ветер. Первый месяц лета многие не могут называть летним. На сегодняшний день в Сибае стоит жаркая погода. Чтобы отдохнуть, люди обычно выходят на прогулки. Но не сегодня. На деле многие сидят в парках под тенью, а дети и вовсе купаются в фонтанах. Что ожидать нам от июля и какой будет погода? По сообщениям синоптиков, в этом году жителям европейской части России, Урала, в том числе и Башкирии, лета можно не ждать, так как его вовсе не будет. Если в начале месяца мы дождались наконец жарких деньков, то уже к середине июля дневная температура воздуха опустится в среднем до плюс 20 градусов, а это ниже среднегодовой нормы. Практически каждый день будут идти дожди. Температура воздуха в течение всего месяца останется ниже нормы. Ночью в среднем плюс 8, плюс 13 градусов. В середине и конце июля метеорологи обещают очень небольшие всплески тепла. Буквально вчера в Кугарчинском районе Башкирии выпал град. Падали льдинки размером с перепелиные яйца. Остается надеяться, что такие природные стихии не нанесут серьезный урон, а температура позволит нам наслаждаться летом в полной мере. Популярное искусство уличных рисунков украсит городской пейзаж Сибая. 1 июля Сибайской студии телерадиовещания был дан старт конкурсу «Эко-граффити». Все расходные материалы предоставлены спонсором магазином «Автоцентр» на Заки-Валиди 31. Кто решился разрисовать стены города и какой главный приз ждет уличных художников, узнаете далее.
Первый день июля подарил жителям Сибая не только теплый и солнечный выходной, но и небольшую концертную программу в честь начала конкурса уличных рисунков эко-граффити. На территории возле швейной фабрики в этот день звучала музыка, привлекая внимание всех прохожих. Популярные музыканты города исполняли знакомые песни сибайцев. Помимо музыкальных номеров выступали и организаторы эко-граффити, представители студии телерадиовещания. Как уже говорилось, этот конкурс мы решили провести из-за того, что сейчас практически везде по всей стране идет популяризация этого направления, этой творческой деятельности. Выделяются специальные площадки, улицы и другие иные площадки, где, в принципе, уличные художники могут показать свои творческие способности при помощи рисунков граффити. И вот также мы сейчас в Сибае после долгого выбора решили выделить площадку рядом с швейной фабрикой, где практически все участники любого возраста, с любых мест, как говорится, не только с нашего города, смогут нарисовать граффити-рисунки, посвященные году экологии. Возрастной диапазон участников эко-граффити очень широк. Самым юным конкурсантам нет и 18, а самым опытным художникам около полсотни лет. Так что можно считать уличное арт-искусство по нраву не только вандалам-юнцам, которые незаконно малюют на стенах городских улиц. При правильном подходе рисунок граффити может стать произведением искусства. Сам рисую, получается, лет с 5, заканчивал художественную школу и для себя рисовал. А граффити увлекся где-то года 2 назад. Нравится наносить краски на какие-то такие особенные поверхности, чтобы какие-то некрасивые рисунки закрашивать, чтобы это было более привлекательно. Про конкурс узнал на сайте и сразу же захотел участвовать в нем. Конкурс рисунков эко-граффити продлится до 14 июля. В течение 2 недель участники должны перенести свои художественные замыслы на стены. По итогам конкурса компетентным жюри будет выбран победитель, который и получит ценный приз – современный спортивный велосипед от спонсора проекта магазина «Гефест». Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи и до встречи в эфире.